Китае появился новый тип вируса, вызывающий воспаление легких, число погибших увеличилось до 56 человек, а общее число пострадавших составляет 1000. У него уже есть название, известны примерные симптомы заболевания, вот только главного еще никто не знает, как он передается и чем его лечить. В конце прошлого года, а именно 31 декабря, Всемирная организация здравоохранения ВОЗ сообщила о новом типе вируса, который появился в китайском городе Ухань. Это крупный город с населением более 11 миллионов человек. Он находится дальше 1000 километров к югу от Пекина. Раньше ученые не сталкивались с чем-то подобным, но вирус уже относят к семейству коронавирусов, которые способны вызывать у людей различные болезни, от обычной простуды до атипичной пневмонии, тяжелого, острого респираторного синдрома. Последний может привести к летальному исходу. Работают такие вирусы по следующему принципу. У них есть что-то вроде шипов, что позволяет им прицепляться к клеткам. Они используют их как своеобразную фабрику, которая производит новые вирусы. Они заражают новую клетку, и процесс повторяется. О новом типе вируса пока известно не очень много, но ему уже дали название 2019 NCOV. Медики утверждают, что симптоматика болезни затруднена из-за многогранности проявлений 2019 NCOV. У многих повышается температура, некоторых заболевших сопровождает сухой кашель. Существует высокая вероятность получить воспаление легких, из-за чего новый вирус классифицируют как атипичную пневмонию. Примерная длительность инкубационного периода, то есть с момента заражения до проявления первых признаков болезни, около недели. На протяжении этого времени болезнь себя практически не проявляет, и это сильно затрудняет борьбу с распространением инфекции. По мнению японских ученых, китайский коронавирус способен унести жизни миллионов людей, но мировое медицинское сообщество пока придерживается более оптимистического варианта развития событий. В 2002-2003 годах в КНР уже фиксировалась вспышка атипичной пневмонии, от которой умерло 650 человек. 12 декабря считается первым днем, когда произошел первый случай заражения. Все началось с одного из местных рынков морепродуктов. Как выяснили китайские власти, первые заболевшие покупали рыбу в одной торговой точке. Уже через несколько дней рынок закрыли. Вскоре выяснилось, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем. Случаи заболевания начали фиксироваться в других китайских провинциях. 22 января Ухань закрыли на карантин. Несмотря на рекомендации местных властей не покидать город, люди начали массово выезжать, выстроилась огромная очередь из автомобилей, поскольку всех пассажиров проверяют на наличие симптомов болезни. В самом городе обстановка не лучше. Улицы опустели, но в магазинах наблюдаются давки. В больницы попасть невозможно. Автобусы, поезда и самолеты перестали покидать город 23 января. Сообщение с Уханью приостановлено. Большая часть китайцев теперь носит маски. Однако многие жалуются, что респираторы заканчиваются в аптеках. Трудности возникают и при попытке заказать их через интернет. В Шанхае в связи со вспышкой нового вируса начали обрабатывать улицы. Комментируя кадры из крупнейшего города КНР, интернет-пользователи сравнили дезинфекцию опустевших улиц с апокалипсисом. В ночь на субботу Китай встречал Новый год, однако многие праздничные мероприятия отменены из-за вспышки коронавируса. Общее число заразившихся – более 1000. Число погибших увеличилось до 56 человек. Всего по последним данным на сегодняшний день количество заболевших новым типом коронавируса увеличилось до 1287 человек во всем мире. Ранее Госкомитет по здравоохранению Китая сообщал, что самому молодому из умерших 48 лет, а самому старшему 89. Подавляющее большинство случаев заболевания и все 56 подтвержденных случаев смерти были в Китае. Но вирус был также обнаружен в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Японии, Южной Корее, Тайване, Непале, Франции и Соединенных Штатах. В субботу австралийские власти подтвердили свой первый случай нового коронавируса. В больнице в Мельбурне в стабильном состоянии находится выходец из Китая, который побывал в городе Ухань, где началась вспышка, и 19 января прилетел в Австралию. Малайзия в субботу подтвердила 3 случая коронавирусной инфекции. Все 3 заболевших – граждане Китая, связанные с мужчиной, у которого был диагностирован вирус в Сингапуре. Это его 65-летняя жена и 2 их внуков.
В четверг заразившийся человек впервые скончался за пределами Уханя, в соседней провинции Хэбэй. Еще одну смерть констатировали на севере страны, в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, более чем за 2000 километров от Уханя. За пределами КНР случаи заражения подтвердились, среди прочего, в США и Европе. Министр здравоохранения Франции Агнес Бюзен сообщила в пятницу вечером, что один случай заболевания был выявлен в Бордо, а второй в районе Парижа. По ее словам, человек, госпитализированный в Бордо, 48-летний мужчина китайского происхождения, который посещал Ухань. О втором случае заболевания известно только то, что этот пациент также путешествовал в Китай и сейчас находится в одной из больниц Парижа. Бюзен также предположила, что в Европе будут выявляться новые случаи заболевания. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний подтвердили, что в США зафиксированы 2 случая заболевания коронавирусом – в Чикаго и Вашингтоне. Один из пациентов вернулся в Чикаго из Уханя 13 января, второй госпитализирован в Вашингтоне. Всего расследуется 63 возможных случая заболевания в 22 штатах. Компания Аэрофлот предложила сдать или обменять билеты на рейсы в Китай с отправлением в период с 24 января по 7 февраля 2020 года без взимания дополнительной платы. В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае, Аэрофлот принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям Аэрофлота из Китая – Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами Аэрофлота China Eastern и China Southern, Санья, Далянь, Ухань, говорится на сайте перевозчика. В китайской столице в четверг приняли решение отменить масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю, и закрыли для посещения знаменитый запретный город. Кстати, прямые рейсы из Уханя несколько раз в неделю прилетают в Москву. Традиционно большой поток китайских туристов и в Санкт-Петербурге. Поэтому и в питерском аэропорту Пулково, и в международных столичных аэропортах уже с 31 декабря санитарные врачи проводят дистанционный досмотр пассажиров. Их проверяют на предмет лихорадки с помощью тепловизоров. Предупреждены и авиаэкипажи. Если состояние кого-либо из пассажиров вызовет подозрение, его снимут с самолета сразу после приземления. Сейчас и в Китае, и в других странах, включая и нашу, предпринимают все возможные меры, чтобы не допустить эпидемии. На пунктах въезда в Японии, Южной Корее, Таиланде, Австралии, точно так же, как и в России, проверяют пассажиров с помощью тепловизоров. О введении проверок объявили и в США, в аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Еврокомиссия также заявила, что пристально следит за ситуацией. Вирус, в век трансконтинентальных перелетов, границ не знает. Людей с признаками ОРВИ или повышенной температурой госпитализируют и уже в больнице разбираются, чем вызваны симптомы. Роспотребнадзор заявил, что у России уже есть 100 тест-наборов для диагностики нового коронавируса. Их разработал научный центр «Вектор». Он же, кстати, занимается и вакциной. К концу недели эти тесты поступят в лаборатории. Анализ с ними займет не более получаса. Повышенные меры безопасности сейчас предпринимаются в Приморье и на Дальнем Востоке, в непосредственной близости от китайской границы. У медиков усиление. На границе проверяют всех, но есть ситуации, когда выявить инфицированных невозможно. Все вирусные инфекции имеют инкубационный период. Человек в инкубационном периоде, сам не знающий, что он заражен, пересекает границу и заболевает уже на новой территории. Не надо думать, что появление таких случаев демонстрирует неэффективность трансграничного контроля. Да, такие случаи возможны, но они будут быстро выявляться. По эпидемическим показаниям такие люди будут быстро изолироваться, будет проводиться диагностика, рассказал руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе Дальневосточного федерального университета доктор биологических наук Михаил Щелканов. На вопрос, нет ли риска, что этот условный человек, который может пройти через границу в инкубационном периоде, перезаражает кучу людей, и все-таки мы получим эпидемию, он ответил, что эпидемическая вспышка возможна, но эпидемия нет, потому что у нас существует система обеспечения биологической безопасности. Тем, кто все-таки решил отпраздновать Новый год в Китае или уже находится в этой стране, вирусологи рекомендуют носить маску, не ходить на рынки, часто мыть руки и пить только бутилированную воду. Вот основные правила, которые стоит соблюдать, чтобы уменьшить риск заболевания. При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию. Не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты. Употреблять в пищу только термически обработанные продукты, бутилированную воду. Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Использовать средства защиты органов дыхания, маски. Мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед едой.
При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации и не допускать самолечения. При обращении к врачу на территории России обязательно информировать медицинский персонал, если вы вернулись из поездки в Китай, уточнить время и место вашего там пребывания. На этом все. С вами был профессор Гуглов. Смотрите другие мои ролики, и завтра выйдет уже новый ролик. Не пропустите. Будьте здоровы!